Футбольными матчами наш город не здзівіць. На Маладзечынскім гарадскім стадыёне сустракаліся сапраўды прафесіянальныя футбалісты як айчыннага, так і сусветнага ўзроўня. Але сёння выпадак асаблівы. Колькасць знакамітасцей на поле пабіла папярэднія рэкорды. Такие встречи они сплочают, объединяют. И благодаря таким встречам все-таки мы движемся вперед, мы не стоим на месте и имеем бодрый дух. Больше болеешь за своих. Но зная многих игроков и команде, как говорится, противоположной, и тоже где-то переживаешь из этих ребят. Поэтому мы будем болеть за яркий, красивый футбол, который поднимет настроение всем нам. Эта игра проводится уже третий раз. Несколько лет назад на этом же поле состоялась первая игра. Она носила тогда благотворительный характер. После этого состоялся концерт вот здесь на стадионе. Вторая игра состоялась года 2 или 3, я уже точно не помню. Это было в Олимпике, в спортивном зале проводилось. Ну и вот сейчас третий раз, это уже традиция, можно назвать это так. Гарадскі стадыён сустрэў зорак і ветэранаў футбола дагледжаным зялёным полем, а балельшчыкі шчырымі апладысментамі. У камандзе Маладзечынскага района профессионалы, былыя футболисты вялікай гульні. С первого класса играю в футбол. Играл за сборную Беларуси по мини-футболу 7 лет. Ну, потом уже перешел в большой футбол, мини-футбол. Ну, 40 лет закончил. Профессиональный футбол. Теперь чисто ветераны, любители. У нас есть звезды футбола, у них звезды эстрады. Поэтому настроение боевое. Надеюсь, мы еще переломим матч и добьемся все-таки победы. У камандзе супернікаў таксама ёсць гульцы з вопытам. Напрыклад, Ілля Конанаў, экс-футболіст БАТЭ, з першых хвілін зорны удзельнік показаў, што адрозніваецца выдатнай фізічнай падрыхтоўкай. В команде соперников, в команде Маладзечына, огромное количество профессионалов, гораздо больше и профессиональнее, чем я. Поэтому, мне кажется, будет очень достойная и очень интересная игра. И я даже не могу сделать прогноз, как она закончится. Ну, конечно, я верю в команду Art-Stars, конечно, я верю в наших артистов, что все-таки мы справимся и сможем достойно победить. Гульня з самага пачатку была напружанай з вострымі момантамі. І хоць таймы доўжыліся менш, чым у сапраўдным футболе, паўгадзіны замест 45 хвілін змагаліся команды сур'ёзна. В детстве просто в школе играли в футбол, а так, чтобы вот, более-менее профессионально, этого не было никогда, и вот тут большое поле, все дела. От начала матча меня почему-то поставили стартовый состав. Я всегда просил, что я говорил, что я очень хорошо смотрюсь на скамейке запасных. Но прошло 10 минут, меня заменили. Потому что, надо немного передохнуть. Потому что от меня и так не сильно много эффекта на поле, а так эффективности будет вообще 0. Поэтому сейчас отдохнем 5 минут и обратно дальше в бой. Першы тайм скончыўся з лікам 2-1 на карысць каманды эстрады. Падчас перапынку наведваем пакой, дзе адпачываюць зоркі. Видно, что здесь играют против нас ребята, которые очень давно дружат с футболом, и невзирая на возраст, все-таки видно, что есть мастерство, класс, хорошие комбинации. Явно выделяются и лидеры, те, которые помоложе играют. Но самое главное, я думаю, что праздник удается. Пасля кароткага перапынку ігракі зноў на полі. Тэнгіз Думбадзе паказвае сваю спрытнасць, забіваючы мяч у вароты суперніка. У зорным складзе вызначыўся і Саша Нэма, які 2 разы забіў гол. Таксама закінуў мяч дакладна ў цэль Ілля Конанаў. Спорт для ўсіх, даказалі прафесіяналы футбола, аматары і зоркі эстрады. З лікам 4-4 завершылася сяброўскае спаборніцтва. 8 голов – это так для такой товарищеской игры достойный такой результат. Я думаю, что и артисты, и зрители остались сегодня довольны. Получить на самом деле мастер-класс, я не побоюсь этого слова, опыт, потому что мы играем с профессиональными в прошлом футболистами, хоть и ветеранами сегодня, но их опыт мы видим. Потому что, например, если наши артисты бегут троем на один мяч, то у них это все понятно, как идет распасовка, как идут удары. И вот даже по забитым мячам видно профессионализм команды Маладзечына. Команда Art-Stars у гэтым годзе святкуе юбілей. 25 год артысты выходзяць на поле і даказваюць, што магчыма сумяшчаць зорную кар'еру з выдатнай фізічнай падрыхтоўкай. Зараз каманда рыхтуецца да чэмпіяната свету па футболу сярод артыстаў. Алеся Ушакова, Алексей Андреевский, МКТБ.